Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амшаушара. Коротко о темах в сегодняшнем выпуске. В Абхазии начался прием заявок на конкурс общественно значимых инициатив «Созидатели Абхазии». В Сухуми в школе «Альфа» презентовали проект, реализуемый при поддержке грантов Росмолодежи, где стилизовали нарский эпос под современные комиксы. Экскаватор-погрузчик и 9 глубинных насосов приобретены администрацией Гулрыбского района для нужд ЖКХ. $1 миллиард рублей будет выделен на обустройство дорожной инфраструктуры Абхазии в рамках инвестпрограммы. Президент Бадра Гунба и первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко обсудили приоритетные участки ремонта и взаимодействия с дорожными структурами. Уже в этом году стартует первый этап реконструкции дорожной инфраструктуры в Кадорском ущелье. Также предусмотрен капитальный ремонт 21 дорожного объекта общей площадью порядка 200 квадратных метров. Завершить эти работы планируют до конца текущего года. Проекты, полезные обществу, от благотворительных до образовательных. В Абхазии начался прием заявок на конкурс общественно значимых инициатив «Созидатели Абхазии». На культурно-деловой площадке ГУМА прошел семинар, посвященный этой теме. Десятки активных жителей страны поделились своими идеями с президентом страны Бадрой Гунбой и первым заместителем администрации президента Российской Федерации Сергеем Кириенко. На культурно-деловой площадке ГУМА собрались десятки людей. Всех их объединяют творческие идеи, которые уже сегодня можно смело воплощать в жизнь. Поможет в этом Российский фонд президентских грантов, при поддержке которого в республике уже реализован не один проект. Например, ежегодный фестиваль оперной дивы Хиблы Гердзмава и сохранение исторической памяти. Вы помните, что у нас сейчас юбилей Великой Победы. Это наша история с инициативными людьми из Республики Абхазия началась буквально в феврале-марте, когда мы начали все вместе с вами работать над сохранением по исторической памяти. 8 жителей 82 сел инициативно проявили инициативу, чтобы воссоздать памятники к великому юбилею. Не просто почтить память, то есть все пришли сами. То есть фонд президентских грантов предоставил лишь небольшие ресурсы на строительные материалы, на какую-то сложную работу скульптора, гравера, а жители сами вложили свой труд, вложили свою созидательную энергию, насколько важно и бережно хранится вот эта память в республике. Социальная поддержка, защита граждан, поддержка семьи, организация активного досуга, развитие образования, науки, творчества и многое другое. Фонд работает по разным направлениям. Главное – представить полезный для общества проект. Обсудить важные темы вместе с гражданами страны пришли глава государства Бадра Гунба и первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко. Инициативная группа делилась своими идеями, проектами. Среди них даже детская судостроительная верфь и игровая площадка для детей с ограниченными возможностями здоровья. Для детей с особенными возможностями здоровья детскую игровую площадку. Может, на набережной, может, в сквере Кугония, чтобы дети взаимодействовали. Проект, который сегодня презентует, это реальный механизм, который даст возможность реализовать общественно значимые инициативы активных граждан нашей страны, подчеркнул президент. Поэтому прошу вас особо обратить внимание, у нас общественные деятели, люди инициативные с активной гражданской позицией, знают то, что они реализуют, то, к чему должны идти. Я уверен, что при таких возможностях мы сможем реализовать очень добрые, хорошие дела. Общая сумма грантов для жителей Абхазии составляет 115 миллионов рублей. Подать заявки могут любые абхазские некоммерческие организации, кроме политических объединений, а также сотрудники государственных и местных учреждений, активные и неравнодушные жители. Участие в конкурсе фонда президентских грантов дает НКО возможность стать равноправными партнерами органов власти и бизнеса, отметил первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко. Инструменты поддержки президентских фондов в России – это не замена работы органов власти.
Ну, то есть никакими фондами все лифты в стране отремонтировать нельзя. Ну, это вообще ответственность муниципальной и федеральной власти. Да? Но для чего это сделано было президентом? У нас это работает давно. Фонд президентских грантов создан в 2016 году. Первоначально там был 1 миллиард рублей. Сегодня только фонд президентских грантов – это уже 13 миллиардов рублей, которые распределяются каждый год. Да? В чем цель? И в чем цель вот этого проекта? Потому что это была одна из инициатив Бадра Зурабовича. Тема обсуждалась на встрече Бадра Зурабовича с президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, и соответствующие поручения были даны. Это возможность общественным некоммерческим организациям стать равноправными партнерами с органами власти и с бизнесом. Заявку на участие в проекте «Созидатели Абхазии» при поддержке Российского фонда президентских грантов можно подавать уже сегодня. Вся информация опубликована на сайте abkhazia.granty.rf. Гугу Савардания, Алексея Гухава, Абхазское телевидение. Бадра Гунба и Сергей Кириенко ознакомились с инфраструктурой нового туристического комплекса «Гаруда Глэмпинг Абхазия» в селе Дзыкута. В состав «Гаруда Глэмпинг» входят 50 тент-домиков и 20 коттеджей, оснащенных всей необходимой инфраструктурой. Комплекс предлагает питание по системе «Все включено», спа-зону с банными ритуалами и программами оздоровления, а также спортивные и детские зоны. Мы придаем особое значение развитию внутреннего экологического туризма. Такие проекты создают комфортные условия для отдыха, открывают новые возможности для досуга и делают Абхазию более привлекательной для гостей, отметил президент Бадра Гунба. По мнению Сергея Кириенко, необходимо активно развивать подобный вид туристического отдыха, расширяя географию на всю страну, в том числе сельскохозяйственный туризм. Президент Абхазии Бадра Гунба, вице-президент Беслан Бигвава и первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко посетили село Псху Сухумского района. Сразу же по прибытии руководители Абхазии и Сергей Кириенко возложили цветы к памятнику павшим защитникам Кавказа. Монумент был отреставрирован при поддержке России в честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне. Бадра Гунба, Беслан Бигвава и Сергей Кириенко осмотрели социальные объекты инфраструктуры, пообщались с местными жителями. Глава государства отметил, что все вопросы, которые были подняты в ходе его посещения села 13 июля, решаются. Это касается и авиасообщения, ремонта ГЭС, благоустройства детской площадки и других вопросов. Даны поручения с 1 сентября. У нас будут 2 летательных аппарата, которые будут доставлять людей сюда, на Псху. Я думаю, что это дополнительная возможность поможет и облегчить ситуацию на селе. Мы о вас всегда помним и благодарим, что вы сохраняете свой быт, сохраняете село, очаг. Для нас очень важно, что остаются здесь люди, которые помнят свои традиции, сохраняют обычаи. Огромное спасибо за такое бережное отношение к памяти воинов, которые когда-то освобождали Кавказ. Вот мы возложили цветы к мемориалу. Знаем, что прошла капитальный ремонт мемориала, и сейчас он действительно выглядит достойно, как того заслуживают герои, которые когда-то защищали, освобождали эту землю. И храм у вас замечательный. Около 10 тысяч человек, местных жителей и туристов, собрали на улицах Сухума народные гуляния, которые прошли 6 августа. Такой массовости в столице Абхазии не было более 30 лет. Концерты, фестивали, разнообразие местной еды и финал вечера, открытие светомузыкального фонтана оставили у местных жителей и гостей самые положительные впечатления. Праздник посетили президент Абхазии Бадра Гунба и первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. К 18:30 в порту Сухума торжественно встретили теплоход «Комета». Судно «Космонавт» Павел Попович доставило 30 человек прямиком из Сочи. Это ознаменовало возвращение прямого морского сообщения между российским курортом и Сухумом. В парке имени Ивы Когоня в Сухуме был развернут фестиваль национальной кухни, представивший лучшие гастрономические и
и культурные традиции Абхазии. Его посетили более 5000 человек. Все районы Абхазии и сам город Сухум представили сезонные фрукты, напитки, блюда и продукцию местных производителей. На мероприятие некоторые делегации прибыли со своими вокальными и танцевальными коллективами, что сделало фестиваль еще многообразнее и эффектнее для гостей. В этот же вечер в парке имени Когония торжественно открылась сцена для масштабных музыкальных, танцевальных и театральных мероприятий. В честь открытия состоялся праздничный концерт, который открыла народная артистка Абхазии и России Хибла Гирзмава. Музыка и песни в великолепном исполнении певицы дополнили общую праздничную атмосферу вечера. Серию мероприятий завершило торжественное открытие светомузыкального фонтана, расположенного возле морского вокзала. Данный фонтан стал подарком городу от арт-кластера «Таврида». В церемонии запуска фонтана приняли участие Бадра Гунба и Сергей Кириенко. Также была установлена архитектурная подсветка на фасаде здания морвокзала. Очимчирский район стал победителем конкурса «Лучшее застолье» на фестивале национальной кухни в Сухуме. Свои лучшие блюда представили все районы республики и город Сухум. Но гости фестиваля отдали больше голосов Очимчирскому району. Голосовать можно было онлайн, пройдя по QR-коду. Второе место занял Гулрыбский район, третье – Гудаутский. Вопросы сотрудничества в торгово-экономической и финансовой сферах обсудили в рамках онлайн-конференции министр иностранных дел Абхазии Олег Барцыц и министр иностранных дел Республики Никарагуа Вальдрак Дженски. В видеоконференции также приняли участие советник президента Никарагуа по продвижению инвестиций, торговли и международного сотрудничества Лауриано Артега Мурильо и представители деловых и банковских кругов Никарагуа. В частности, стороны говорили о механизмах, способствующих развитию торгово-финансовых отношений. Они выразили готовность продолжать совместную работу, направленную на реализацию намеченных инициатив, включая возможные инвестпроекты и совместные программы в области IT, торговли и финансов. Развитие туризма, реабилитация участников СВО, поддержка НКО и решение проблем миграции обсуждались на встрече членов Общественной палаты России с абхазскими коллегами в четверг, 7 августа. Открывая встречу, секретарь Общественной палаты Абхазии Гули Кичба поблагодарила гостей за визит. Она отметила, что отношения между странами развиваются интенсивно по многим направлениям и предложила обсудить наиболее важные вопросы двусторонней повестки. Участники встречи также рассмотрели вопросы демографии, развития сельского хозяйства, экотуризма. Российские коллеги отметили, что поделятся своим опытом при решении похожих задач. Представительницы Абхазии Жанна Айба и Аида Габлия принимают участие во Всероссийском экологическом молодежном форуме «Экосистема. Заповедный край» платформы «Росмолодежь», который открылся 5 августа в Камчатском крае. Участниками форума стали 600 молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет из всех регионов России. Запланированы полевые выходы и выезды, где участники будут решать задания от экспертов и организаторов мероприятия. Жанна Айба, волонтер-эколог, поделилась впечатлениями от участия в форуме. Каждый день я открываю что-то новое здесь. Я никогда не была на Камчатке. И, конечно, каждый объект, растительность, формы рельефа, все это очень необычно и ново. Также мы познакомились с коряками, коренным населением этих мест, узнали об их культуре, обычаях, традициях, что очень интересно. Ну и, наверное, более важным является то, что мы познакомились с этой местностью, посетили Можайское озеро, брали там пробы воды, почвы в окрестностях, и сейчас уже будем получать результаты наших исследований. Таким я еще никогда не занималась, было очень интересно. С собой я, наверное, везу большой багаж новых знаний, впечатления новые.
эмоций, но и также я начну больше разбираться в теме энергетики, потому что я попала в блок чистой энергии. Для нашей страны это тоже очень важно. У нас есть гидроэлектростанции, и, в принципе, из-за огромного количества водных ресурсов мы используем именно гидроэлектростанции. Но сейчас я узнала, что есть и другие источники энергии, которые могут быть также экологичными и очень удобными в условиях нашей страны. Еще один проект под названием «Потомок нартов», реализуемый при поддержке грантов Росмолодежи, презентовали в Сухуми. В школе «Альфа», где расположился детский летний лагерь, рассказали и показали очередную серию комиксов, стилизованную под нартский эпос. В Абхазии брошюры с комиксами предоставляются детям школьного возраста бесплатно. Гунда Шоу расскажет детали. Цель проекта – популяризация нартского эпоса среди молодого поколения, привитие интереса к истории и культуре народов Кавказа. Комиксы, созданные профессиональными художниками и сценаристами, адаптируют древние сказания под современного читателя, делая их более доступными и увлекательными. Нартский эпос, он по всему Северному Кавказу, в Республике Абхазия, принадлежит каждому народу. И часто наши народы спорят, кто же придумал нартский эпос, откуда же он пошел. И он служит таким разделением зачастую, когда люди спорят. И всегда была идея как-то изменить отношение к этому, чтобы нартский эпос был объединяющим фактором, а не разделяющим. Представители проекта подчеркнули, что «Потомок нартов» не является пересказом или переложением каких-то сказаний из нартского эпоса. Это отдельная, полностью продуманная авторами история, главная цель которой – привлечь внимание подрастающего поколения к оригиналу и эпосу. Было придумано создать какую-то новую вселенную. То есть мы перед собой ставили такие вопросы. Почему же для наших детей Человек-паук популярнее, чем наши герои, условно Абраскил? И отвечая на этот вопрос, мы как бы задумались, почему в мире так. Допустим, Зевс – это мифический герой греческий. Почему они интереснее наших? Хотя наши ничем не хуже. Наши пропитаны нашей культурой, нашей идеологией. Комиксы – это уникальный формат, сочетающий в себе визуальное повествование и текст, что и делает их привлекательными для детей. Любовь к комиксам объясняется несколькими факторами, начиная от их визуальной привлекательности до возможности погрузиться в захватывающие истории. Дети поделились впечатлениями, просмотрев долгожданные комиксы. Особый интерес вызвали яркие иллюстрации, выполненные в современном стиле, но с сохранением элементов традиционной нартской культуры. Мне очень он понравился, я очень рада, что мы его получили, очень близок к нам, духом, прям очень классно. У Нарта было 99 братьев, еще он был сильным героем, он был смелым. Мне очень интересно было, спасибо за подарки такие вот, обязательно почитаю. И там, я там чуть половину дочитала, и там все интересно, очень как-то необычно. И мне очень понравилось. Успех проекта «Потомок нартов» демонстрирует эффектность использования современных форматов для сохранения и продвижения культурного наследия. Комиксы оказались действенным инструментом привлечения внимания молодого поколения к истории и культуре народов Кавказа, способствуя формированию у детей чувства гордости за свои корни и уважения к традициям предков. Гунда Шоу, Раму Камки, Абхазское телевидение. Очимчирская районная конференция партии «Единая Абхазия» определила руководителей и делегатов на предстоящий съезд. Единогласно руководителем районного отделения избран Вахтанг Кварацхелия. Также единогласно утверждена квота в 100 делегатов, которые будут представлять Очимчиру на предстоящем общепартийном съезде. С программной речью перед участниками конференции выступил исполняющий обязанности председателя «Единой Абхазии» Алхаз Барзани. Он подчеркнул неизменные приоритеты партии, суверенитет и безопасность республики, благосостояние соотечественников. Исполняющий обязанности председателя также акцентировал внимание на преемственности поколений и роли молодежи. В ходе конференции участники были познакомлены с недавно избранными руководителями других крупных отделений партии. Паталом Берзения, главой Гагрского районного отделения партии, Ахрой Ашубом, главой Сухумского городского отделения партии и Гарри Джугелием, главой Гудаутского отделения.
Делегация зарубежных соотечественников посетила Ачамчиру, где совместно с представителями Госкомитета по репатриации и участниками лагеря Хичтрэх возложила цветы к памятнику погибших защитников Родины в Отечественной войне народа Абхазии. Затем для гостей была организована концертная программа в Доме культуры. Также им провели экскурсию по набережной Ачамчиры. Экскаватор, погрузчик и 9 глубинных насосов приобретены администрацией Гулрыбского района для нужд ЖКХ. Благоустройство и комфорт жителей района – одна из приоритетных задач, и новая техника приобретена с целью решения конкретных вопросов. Айлита Арутюнян узнавала подробности. Гулрыбский район сельскохозяйственный, расположенный в восточной части республики. По своей территории он уступает лишь Ачамчирскому. Благоустройство и комфорт жителей района – одна из приоритетных задач, и новая техника приобретена с целью решения конкретных вопросов. У нас появилась острая нехватка в покупке второго экскаватора, потому что, когда мы оказываем помощь, другие работы мы не успевали делать. И для этого мы написали письмо на имя главы Гулрыбского района Харазия Саида Геннадьевича о том, что просим вас приобрести один экскаватор, что, безусловно, он сразу отправил нам средства для того, чтобы мы смогли приобрести второй. И вот сейчас он подходит под подготовку и в скором времени также будет уже эксплуатироваться на нужды района. Помимо экскаватора-погрузчика было необходимо закупить еще перекачивающие глубинные насосы. Уже ведутся работы по их установке на головную станцию Дзагута. Благодаря администрации президента, кабинета министров, администрации города Сухума, Гулрыбского района администрации, мы провели работу, чтобы вернуть реку в свое русло. И у нас это получилось. Но за этот период почва, где установлены насосные станции, она подсохла. Также мы там же сами провели еще некоторые работы, но не хватало того дебита воды для того, чтобы бесперебойно подавать воду в Гулрыбский район. Мы обратились к главе с просьбой выделить нам финансы для закупки вот этих 9 перекачивающих 6 глубинных насосов. На что нам выделили эти финансы, мы закупили и привезли. Надеемся, что в ближайшее время мы избавимся от проблемы с отключением воды, и вода будет бесперебойно выйти в дома жителей Гулрыбского района. В распоряжении Гулрыбского района более 10 единиц техники. Это КАМАЗы, самосвалы, трактора и не только. Как отметил Тимур Начкебия, это не последний закуп необходимой техники. А также у нас на будущее запланирована покупка гусеничного экскаватора для того, чтобы мы могли проводить работы на реках, чтобы мы молниеносно могли сразу реагировать на те или иные вызовы на реках и также оказывать помощь гусеничным экскаваторам. Вот в ближайшее время, в течение 2 недель, данная техника будет уже в гараже жилищно-коммунального хозяйства. Администрация Гулрыбского района старается поддерживать крестьян и сельхозпроизводителей. А с новой техникой возможностей станет еще больше. Айлита Арутюнян, Ахрамичба, Абхазское телевидение. Завершены ремонтные работы на подземном переезде под ЖД путями в районе улицы Бейгуа. Проезд открыли вечером 7 августа. В рамках работ также было расчищено русло реки Адзапщ, чтобы в сезон дождей избежать подтоплений. По поручению главы администрации экстренно приступили к восстановлению дорожного полотна от улицы Дзидзария к улице Бейгуа, так как она долгие годы находилась в плохом состоянии, и обращение граждан и населения, которые часто пользуются переездом, с просьбой обратилась к главе администрации. Вот мы ее восстановили, часть дороги закрыта до сих пор. Также в рамках восстановления мы очистили реку Адзапщ, дабы в будущем не топило нашу дорогу и наших граждан. Сегодня вечером, 7 августа, планируется открыть уже дорогу и могут пользоваться наши граждане.
Охотничий сезон в Абхазии откроется 16 августа и завершится 31 марта следующего года. Запрещено охотиться на все виды краснокнижных зверей и птиц, а также на особо охраняемых территориях. Также нельзя использовать запрещенные методы. Для проведения законной охоты необходимо пройти регистрацию охотничьего оружия в МВД, иметь при себе охотничий билет и квитанцию об уплате госпошлины. А сейчас расскажем о погоде. 8 августа в Абхазии ночью не ожидается осадков. Днем временами дождь, гроза, возможен град. Температура воздуха ночью 20-25, днем 27-32 градуса. Температура морской воды плюс 29 градусов. На этом информационный выпуск Амшевшара подошел к концу. Всего хорошего. До свидания.